لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا شيء قبله ولا شيء بعده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قبل 1900 أو 1899 كان ممنوعا على المسلمين في روسيا الذهاب إلى الحج. كان القيصر يتخوف كثيرا من الحج في مكة، كان يظن أن الحج ممكن أن يسبب خطر على روسيا. كتب عبد العزيز دولة الشيخ تقريرا بين فيه فوائد الحج وأن الحج لا يشكل خطرا. استطاع أن يقنع القيصر بأن الحج لا، بالعكس يثري ويفيد بنفس الوقت، فسمح بذلك القيصر لجميع المسلمين في روسيا بالذهاب إلى الحج، وما زالوا لغاية هذا اليوم يذهبون إلى الحج بفضل هذا الرجل. Тысячи тысяч паломников, которые после уже миссии Давлетшина оказались в Аравии, конечно же, никто не знал, что вот те облегчения, которые выпали им на этом пути, связаны с деятельностью блестящего русского офицера мусульманского происхождения. Вообще деятельность Давлетшина во многом остается для нас неизвестной, и связано это, на мой взгляд, с тем, что многие сюжеты деятельности русской военной и дореволюционной разведки до сих пор по целому ряду причин закрыты. Неизвестен? Скорее всего, неизвестен из-за того, что он все-таки служил Российской империи, и его наши мусульмане, скорее всего, не принимали как своего. Все-таки он служил российской армии. Я не знаю, может быть так. Офицером, вот я говорил, главного штаба, тогда был штабс-капитан, небольшой чин. Я думаю, что он просто был послан такой с разведывательной миссией. Я бы не думаю, что он был такой профессиональный разведчик. Он был просто очень разумный офицер с широким кругозором. Агент – это тот человек, который был завербован русской разведкой и на нее работал. Абдул-Азиз Давлетшин был офицером русской армии, и он был не столько агентом, сколько разведчиком, резидентом. То есть он создавал сеть. Ну, знаете, мне сложно сказать, дипломат или разведчик. Собственно говоря, это каждый, наверное, может решить по-своему, потому что здесь, ну как, наверное, до какой-то степени дипломатов можно считать разведчиками. Военным разведчиком. Вы знаете, я очень внимательным образом посмотрел все документы, которые он привез. Да? Я там не нашел описаний артиллерийских позиций, портов, сколько там крейсеров стоит на рейде. Да? У него стояло, он был офицер генерального штаба, да? Но перед ним стояла совершенно четкая задача. И он ровно так ее понял и реализовал.
он выступал в роли собирателя информации, потому что он накануне своей поездки в Мекку в 1897 году на российско-иранской границе занимал должность пограничного комиссара. То есть это был практически человек, который собирал информацию из всей сети от Каспийского моря до границы с Афганистаном, все, что туда поступало к нему. Вот. И мне кажется, опять у меня нет точных данных, что его путешествие в Мекку не было первым посещением Давлетшина мусульманской заграницы, мусульманских стран. При этом, конечно же, он был офицер, да, и совершенно важно, что для него он был гражданин Великой империи, да, многонациональной империи. И для него как бы судьба империи была его судьбой, как и для очень многих его граждан. Соответственно, он так себя и вел. И вот он считал, что если его послали с такого рода, да, необычной миссией, и, я бы сказал, такой деликатной, он считал, что это его долг выполнить ее до конца самым лучшим образом. Впрочем, как и раньше. И он, мне кажется, что после возвращения в Петербург, знаете, он же был одним из таких примеров и мусульманского благочестия. То есть он действительно совершил паломничество, и теперь он стал хаджи. Это значит, что он, в общем, пример для других. На каких основах могли обвинять Абдулазиза Давлетшина, что он работал на кого-то, помимо российского государства? Тяжело ответить на этот вопрос, но однозначно показывает, что те отчеты, которые он написал, те отчеты, которые были использованы государственной элитой, после возвращения на родину он ни в коем мере не получил какое-то понижение, наоборот, его повысили, его статус больше повысился. До миссии Абдулазиза Давлетшина существовала масса проблем российских мусульман в Хиджазе. То есть, выезжая из России через Стамбул в Хиджаз, Мекку и Медину, российские мусульмане испытывали огромные трудности. Эти трудности начинались уже в России, в самой России, потому что российским государством не было подготовлены визовые документы, не было организации паспортного режима. Многие мусульмане из России выезжали даже без паспортов или переходили границу какими-то тайными группами. В то время, когда реально существовала эпидемическая опасность, русское правительство не выдавало заграничные паспорта. Но в условиях прозрачной границы остановить хадж было невозможно. И люди там, по каким-то там китайским купленным документам, по старым бухарским паспортам путешествовали абсолютно бесправные. Находясь на территории Османской империи, российские мусульмане оставались вообще без защиты. Но опасности были не столько в нападениях бедуинов, сколько общие вещи, связанные с природной, с климатом достаточно непростым Саудовской Аравии, который еще тогда не называлась Саудовской Аравией, с тем, что многие с питанием, с водой. И потом вообще надо учитывать, что многие паломники, ведь практически система прививок, которая действует сейчас вот, в Саудовской, тогда была не распространена. Многочисленные паломники в большинстве своем были люди уже не молодые, далеко не здоровые. В то же время, помимо мусульманских отчетов, госслужащих, которые были мусульманами, были и отчеты русских людей, которые также командировались в Джидду, и они по своей стороне тоже отписывали государству, что как происходит. В более ранние года, до командировки Давлетшина, был такой автор, как Мирапиев. Он писал, что любое посещение мусульманином Мекки и Медины, это означает, во-первых, отток капитала из России в Османскую империю, потом в
их присяги османскому халифу, и он старался убедить правящую элиту, что надо запретить вообще, запретить паломничество мусульман на Арабский Восток. На самом деле, вот разница позиций как бы сейчас сказали, в верхнем эшелоне власти очень хорошо проявилась во время обсуждения отчета Давлетшина. Как я сказал, значит, в этом обсуждении принимали участие самые разные люди. В том числе, например, такой человек по фамилии Череванский, который, в общем, я бы сказал, написал такой, скорее, антиисламский памфлет, да, в рамках обсуждения. Да. Достаточно, там, 2-3 губернатора достаточно жестко выступили, призывая каким-то образом ограничить права. Да? Да, такого рода критики в адрес ислама были. И, в частности, был такой очень высокопоставленный чиновник Владимир Петрович Череванский, крупный чиновник, который на рубеже 19-20 веков выпустил большой двухтомный антимусульманский памфлет. Так вот, надо сказать, что российские мусульмане, элита империи, донесла через генерала Султана Чингисхана, человека близкого к трону, свое недовольство. И Николай II вызвал Череванского для беседы, потому что империя понимала необходимость спокойствия среди своих подданных, и в том числе 14 миллионов российских мусульман. Это было 11% населения империи. Во всяком случае, российская государственная политика по отношению к исламу, наверное, не была идеальной, но она все-таки исходила из одного важнейшего принципа. Это вера в Бога есть право каждого народа. В 1881 году мусульмане столицы Российской империи получили разрешение и начали сбор средств на строительство мечети, которая появилась в Петербурге десятилетия спустя, главным образом благодаря деятельности и таланту Абдулазиза Давлетшина, который возглавил комитет по строительству соборной мечети. В Павловском военном училище, которое в конце 19 века располагалось в Мечетовском дворце, в этом здании, обучались потомки очень многих аристократических родов царской России, в том числе и мусульманских, которые считали это своей честью. В том числе начальник первого кантона башкиро-мещерятского войска, майор Абдулла Давлетшин, отправил сюда своего сына Абдулязиза. И надо сказать честно, что Абдулязиз оправдал все надежды и чаяния своего отца. Он стал генерал-лейтенантом. Если отец его построил самую главную мечеть на Урале, это мечеть Караван-Сарая, то Абдулязиз построил главную мечеть всей Российской империи. Также он облегчил людям дорогу к хаджу. Так что он полностью выполнил то, что хотел его отец, офицер российской армии, который в свое время баллотировался на пост муфтия. Давлетшин был из дворян, человек образованный и очень острый, с острым умом. Именно его выбрали такую миссию для того, чтобы поехать вроде в хадж, но на самом деле для того, чтобы поинтересоваться, что там на самом деле существует. Понять, что на деле происходит в этом районе земного шара, который тогда контролировала Османская империя. К этому району тянулись и были устремлены и глаза тоже и многих тогдашних великих держав, то есть Англии и Франции, но прежде всего Англия, конечно. В этом случае Абдулазиз Давлетшин был образованным человеком, он прошел армию,
прошел школу ориенталистики, изучал восточные языки. Будучи сам мусульманином, он все это понимал, как это все должно происходить, и в то же время он понимал, как это довести до высшего руководства, чтобы они поняли, что надо предпринять, чтобы разрешить те проблемы, которые существовали в то время. Личность Абдулязиза Давлетшина – это прежде всего как гражданин Российской империи. И он, защищая интересы российских мусульман, защищает и свою страну. Тот отчет, который он написал после посещения святых мест, это важное историческое событие для всех мусульман России. И затем еще очень важный момент, это был человек, который, вот знаете, есть такое понятие мусульманский мир. Вот есть понятие Россия в мусульманском мире. Или Россия мусульманский мир. А вот Давлетшин написал термин «мусульманский мир в России». То есть он исходил из того, что Россия – это страна многомерная, страна много полиэтническая, поликонфессиональная. Позиция Давлетшина, мусульманина, мне кажется очень в чем-то близкой с позицией такого выдающегося государственного деятеля России, каким был министр финансов Сергей Юрьевич Витте, и который понимал, как он писал, вот то обстоятельство, что 35% населения России не русские. Невозможно в 19-20 веках вести в России политику, игнорируя это исторически капитальной важности факт, игнорируя национальные свойства других национальностей, вошедших в Российскую империю, их религию, их язык и прочее. Вот Давлетшин, собственно говоря, примерно одновременно в 1900 году, в самом на рубеже 19-20 веков, писал, что необходимо учитывать вот этот очень важный момент и учитывать то обстоятельство, что вот Россия – это многомерное пространство. Вы знаете, мне кажется, что здесь мы опять же должны вернуться к статусу мусульманского офицера. Да? Он не был чужим среди своих в генеральном штабе. Он был своим среди своих, и более того, к его мнению, он получил прекрасное русское военное образование, да, блестящий офицер, знающий множество языков, эксперт в своем роде уникальный. Да. Государство истратило достаточно большие деньги для получения совершенно конкретной информации. Да. Этот человек, которому, как бы сказать, никто не мог не доверять. Он, как бы сказать, он являл собой интересы империи вот в этой конкретной точке. Да? Ему доверили открытие отдела при Генштабе по востоковедению и подготовке новых офицеров по тематике как раз-таки восточных языков и так скажем, подготовки кадров по изучению Ближнего и Среднего Востока. В этом доме жил эмир Бухарский Сеид Абдулахат хан, и здесь же неоднократно бывал и Абдулязиз Давлетшин, который вместе с эмиром во время его приезда в Санкт-Петербург решал вопросы актуальные как для России, так и для Бухары, имеющие государственное значение. Было поручено одновременно отследить, насколько враги России, которые тогда исповедовали, в общем-то, идеи пантуркизма и панисламизма, да, значит, насколько они могут идеологически обрабатывать паломников на протяжении этого маршрута. Я выделил только один только. Он говорил о том, что очень непростые отношения между местными племенами, бедуинами и турками.
все-таки арабы тогда рассматривали турок в качестве оккупантов. Из этого донесения было ясно, что арабы стремятся к тому, чтобы все-таки быть самостоятельными. Это очень четко прослеживалось и на всем пути его следования. И все его вот эти зарисовки, они помогли понять, реально понять, что происходит на этих территориях. Последние десятилетия XIX века, если возьмем начало, когда было открыто консульство в Джидде в 1891 году, наших паломников посещали Мекку в районе от 1500 до 3000 мусульман. Но после того, как отчет штабс-капитана Давлетшина появился, было как бы напечатано и использовано в работе госслужащих, в начале 20 века уже мы реально видим, что цифра паломников из России увеличилась многократно и составила где-то от 10 до 20 тысяч мусульман. С моей точки зрения, для Абделазиза Давлетшина это было одновременно, эта миссия была и исполнением его духовного долга, да, и такой редкий случай, когда служебная миссия совпадает служебное задание совпадает с духовным долгом твоим. И для нас очень важно понять, что Россия никогда не рассматривала мусульман врагами. И Абделазиз Давлетшин не ехал в стан врагов. Да? Мусульмане всегда жили в России. Они часть российской культуры, часть российской цивилизации. Ислам – часть российской цивилизации. Мусульманские офицеры всегда блестяще играли очень большую роль в российской армии. Да? И всегда в России с большим уважением относились к исламу. И просто, на самом деле, естественно было очень послать именно мусульманина в Аравию для вот такой миссии. Давлетшин думал и о России, и о мусульманах, и для него мусульмане и Россия, я уже сказал, что был мусульманский мир в России. Он воспринимал мусульманский в России как часть России. И поэтому для него служба и России, и мусульманам была вещью нераздельной, потому что он был российский мусульманин. Мы совершенно забываем о том, что в России существовал не только двуглавый орел, но и тугра с арабской надписью «Бейна яти рабель аламин», «Да споспешествует Господь миров», как бы, да? Это такая, как бы, такой каллиграфический символ, который помещался вместо двуглавого орла на официальных документах в общении с мусульманскими государствами. Российские мусульмане, я имею в виду в основном это поволжские мусульмане, по всей своей истории существования придерживались накшбандийского тариката. Другие тарикаты не были сильно распространены на Волге и Урале. И выезжая в паломничество, они находили своих, я веду в кавычках, своих среди всей этой огромной мусульманской массы.